Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Сегодня, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не одно поколение россиян воспитывалось на его творчестве. Пушкинский день отмечали даже в годы Великой Отечественной войны. А с 2011 года день рождения поэта стал еще и Днем русского языка. О вкладе Пушкина в развитие русской литературы, поэзии, русского языка и культуры мы поговорим с гостем студии Дмитрием Жирковым, старшим преподавателем кафедры русской литературы XX века и теории литературы филологического факультета СВФУ. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как оценивают вклад Александра Сергеевича филологи? Наверное, каждому школьнику знакомы знаменитое изречение «Пушкин – солнце русской поэзии». Пушкин – наше все. И действительно, так оно и есть. Пушкин – начало всех начал. Пушкин есть само олицетворение красоты русского слова. Он есть само выражение национального характера. Пушкин – это душа и сердце России. Конечно же, трудно переоценить вклад творческого наследия Пушкина в развитие русской литературы. И в этом смысле пушкинистика или наука о Пушкине, конечно же, как мы заметим, является самой исследованной, самой разработанной областью в литературоведении. Очевидно, наша оценка, если бы у филологии была своя Библия, то она бы начиналась со слов. Вначале было слово, и слово было Пушкин. Что близко вам из творчества, из современного Пушкина? Знаете, Пушкин, конечно же, жив. Пушкин, конечно же, живой, настоящий, современный и модный. Я категорически протестую, как преподаватель, против того, чтобы школьники или студенты относились к нему как к памятнику, хотя он и создал памятник себе нерукотворный. И знаете, наверное, вольно перефразирую роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. «Ведь Пушкин мертв», — ответила гражданка как-то не очень уверенно. Протестую, Пушкин бессмертен. И, конечно же, для меня, наверное, самым любимым произведением Пушкина является Евгений Онегин. А можете прочитать какие-то строки? Конечно же, широчайший спектр тематический можно отметить у Александра Сергеевича Пушкина, начиная от традиционных таких тем, как тема любви. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. До темы дружбы. Друзья, прекрасен наш союз. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. До философских размышлений, темы природы, ну и, конечно же, заканчивая фундаментальной в литературе темы поэта и поэзии. «Восстань, пророк, и вишь внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Отлично. А чему молодые люди могут научиться у поэта? Прежде всего, чтобы научиться у него, конечно же, нужно перестать к нему относиться как к чему-то хрестоматийному, отжившему, очень далекому. Он не вглядывается на нас из страниц учебника. Он наш, конечно же, партнер. Это человек, с которым мы ведем самый настоящий диалог. И этот диалог на самом-то деле прекрасен. Ах, какие писал он письма. Вот если бы Пушкин жил в наше время, наверное, он был бы очень активным блогером. К Пушкину нужно относиться действительно как к человеку совершенно и абсолютно живому, со своими страстями, со своими желаниями, страхами. Ведь Пушкин тот еще любитель приятного женского общества. Он очень любил пропустить одну-другую партию игры в карты. И, знаете, конечно же, он очень любил путешествовать, хотя, заметим, он ни разу не был за границей, но, тем не менее, наверное, сейчас достаточно сложно себе представить Пушкина, отдыхающего где-нибудь на море и загорающего под солнцем июньским, или всю ночь игравшим со своими друзьями, в числе которых его друг Коля Гоголь. Но представлять, конечно же, нужно. Нужно, потому что я, конечно же, еще раз обозначил, что Пушкин – это абсолютная современность, это абсолютно наше время. Существует очень много мифов о жизни и смерти Пушкина. Давайте их развенчаем. Ну, прежде всего, конечно же, наверное, хотелось бы сказать о том, что портреты Пушкина нам немножечко привирают.
Пушкин доплачивал своим художникам для того, чтобы они изображали его, возможно, чуть покрасивше, возможно, чуть поафриканистее. Вообще он гордился своими южными корнями, и свои какие-то безумные поступки, весь свой темперамент он оправдывал как раз-таки вот этим своим африканским происхождением. И много других, на самом-то деле, очень интересных фактов можно перечислить из жизни и смерти Пушкина. Конечно же, если бы сегодня так случилось, что Пушкин бы получил то самое ранение на дуэли, то сегодня его бы мигом поставили на ноги, и, конечно же, не было бы этого трагического исхода. Но такова была тогда медицина, что было невозможно, и мы утратили, и погасло самое солнце русской поэзии, которое продолжает светить для нас, любителей русской словесности. Сегодня проходит очень много мероприятий в честь этот день. А вот в Северо-Восточном федеральном университете какие мероприятия проходят? Вообще наш факультет – это форпост русской словесности в регионе. Факультет гордится своими просветительскими мероприятиями. Мы постоянно проводим литературные вечера, ведем сейчас очень актуальный литературный блог. Совершенно недавно мы презентовали впервые в практике вуза самый настоящий фильм по роману Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Этот фильм сняла кафедра русской литературы XX века и теории литературы. Если же говорить уже непосредственно о тех мероприятиях, которые пройдут сегодня в Пушкинский день в СФУ и как отметит вуз, конечно же, я здесь назову кафедру русской и зарубежной литературы, которая готовит поистине поэтический видеоролик. Наши преподаватели, самые уважаемые, самые маститые, высокие мастера слова прочитают стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Я не могу не назвать кафедру методики преподавания русского языка и литературы и группу РЯЛ-18, которая разработала специальный сайт, посвященный Пушкину. И сегодня именно такие медиатехнологии, диджитальные технологии являются наиболее актуальными и повышают читательскую компетенцию. А посоветуйте произведения Пушкина молодежи и объясните ваш выбор. Конечно же, здесь, наверное, самым маленьким малышам я не могу не посоветовать сказки Александра Сергеевича Пушкина и о царе Салтане, прекрасной лебеди, и о мертвой царевне, о рыбаке и рыбке, как этот старик любил эту бабушку. Знаете, она его все посылает, а он с каждым разом все идет и идет. Такова, конечно же, сила любви. Чуть постарше я не могу не рекомендовать такие произведения, как Дубровский, «Капитанская дочка», которые являются излюбленными для школьников. Но совсем уж, наверное, людям взрослого поколения я посоветую перечитать Евгения Онегина, потому что такова классика. Она бессмертна, она вечна, ее можно и нужно перечитывать, и она всегда будет открываться с новой стороны. И это литература, которая восхитительна, чудесна и полна высокого смысла. А вот вы очень молодой преподаватель. Можно спросить, сколько лет вы преподаете литературу, и вот когда у вас появилась любовь к литературе? На самом-то деле филология – это мечта взлелеянная с детства, силы, которые подкрепляли любовь к книгам, страсть к грамотности, высокие примеры учителей. И, конечно же, эта страсть к книгам, она была изначально. Это заданность, к которой я не привыкал, которую я не обнаруживал вдруг. И уже более 10 лет я работаю в вузе, там же я преподаю в университетском лицее. Параллельно я занимаюсь и другими делами, связанными с популяризацией русской литературы. И, конечно же, эта любовь связана не только с именем Пушкина. Моим любимым писателем является Антон Павлович Чехов. В романтические, юношеские годы, наверное, я очень любил и ценил Блока, Маяковского. Сегодня все мои переживания разделяет, наверное, все-таки Сергей Есенин. Ну, а если же говорить о каких-то еще видах деятельности, которые сегодня может вести молодой преподаватель, то я, наверное, назову проекты форумной кампании Владимира Путина. Это линейка форумов молодежных, которые проводятся по всей стране. И в этом году я получил приглашение, единственный из Якутии, вылетаю на этой неделе в Крым, на форум Таврида.
где будут рассматриваться актуальнейшие вопросы в области русского языка и литературы. Дмитрий Дмитриевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в преподавательской деятельности. Спасибо. О дне рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дне русского языка мы поговорили с Дмитрием Жирковым, старшим преподавателем филологического факультета СВФУ. Оставайтесь на нашем телеканале.